Денис Попов и Федор Гришкевич, студенты 4-го курса Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина, ежегодно принимают участие в форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». И если раньше сокурсники представляли совместные проекты, на этот раз молодые исследователи созрели для отдельных докладов. Свет. Выключи свет. Умная акустическая система с голосовым управлением «Дом будущего» имеет преимущество. Из всех подобных проектов это единственная система, работающая на русском языке. Такая вот маленькая портативная колонка ставится у вас дома, и если у вас какие-то дома есть системы управления, то есть удаленные, допустим, там свет с телефона включить где-то в комнатах, там вентилятор, обогрев полов, это все можно будет сделать с помощью этой колонки, сказав ей лишь голосовую команду. Также можно будет заказать такси через это, то есть, это было сделано как российский аналог зарубежным, то есть, зарубежным именно продуктам. У Федора Гришкевича задумки по повышению коэффициента полезного действия солнечных панелей были давно. Идея так и откладывалась на потом, а сегодня на стадии разработки. Солнечный трекер – это, получается, с помощью механического воздействия мы поворачиваем солнечную панель вслед за солнцем. Тем самым мы постоянно полный КПД получаем. В наши короткие дни в республике у нас будет больше вырабатывать солнечные панели при коротких днях. Тут две оси должно работать, а сейчас пока только одна ось работает. А при двухосевых там еще больше КПД будет, так как он будет полностью вслед идти за солнцем. Хотелось еще GPS-модуль установить, чтобы не надо было фотоэлементы использовать. И у нас есть 141 спутник или какой, точно не могу сказать, но он ровно за солнцем идет, этот спутник. И можно солнечную панель ровно на этот спутник настроить. Уже в марте этого года Денис и Федор отправятся представлять родной колледж и республику на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в городе Москва. А также им предоставляется возможность принять участие в 28-й Всероссийской научной конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение» в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Впереди у ребят большие планы. Это окончание колледжа и получение высшего образования. Мы желаем им дальнейших успехов в учебе, в будущей профессии и в жизни.